Это Тимур Варки и моя программа «Тем временем». Здравствуйте. Те, кому посчастливилось хоть раз в жизни слышать чарующие звуки шашмакома, навсегда останется под впечатлением этих звуков небесной чистоты. Надо сказать, что есть два шашмакома. Первый – это классический шашмаком, который родился как жанр суфийских мистических песнопений, которые позволяли достичь просветления, основывались на классической персидской поэзии и музыкальном искусстве. Второй, и этот классический шашмаком потом получил развитие и прописку при дворе бухарского эмира и стал неким таким жанром восхвалений в адрес Его Величества. Стал придворным песнопением. Однако же история шашмакома долгая и длинная. В советское время он то запрещался, то советской властью поддерживался как часть исторического наследия. Но вот в последние 30 лет при правлении фараона Ахламона I шашмаком в Таджикистане получил совершенно новое, так сказать, дыхание и развитие и достиг небывалых высот, небывалых пропагандистских высот, потому что первым запевалой неошашмакома стал именно уважаемый фюрер Ахламон I и вся его шайка-лейка, братья, придворные баснописцы, дворня всякого рода и вида. И вот мало того, что они сами уже верят в свои песнопения, но и периодически совершают вылазки, выездные концерты по необходимости, правда, в частности, перед Комитетом по правам человека ООН. Однажды я был свидетелем такого концерта в 2019 году. И вот сейчас, в эти дни, проходит такой второй выездной концерт неошашмакомистов Ахламона I в здании Комитета по правам человека ООН в Женеве, где таджикские баснописцы имени Ахламона I пытают уверить весь мир и членов Комитета по правам человека ООН в том, что в Таджикистане соблюдаются права человека, в частности, права национальных и этнических меньшинств. И первая увертюра уже прошла, члены комитета, скрипя сердцем, выслушали эти песнопения. И представители Ахламона I заверили мировую общественность в лице члена Комитета по правам человека ООН, что в Таджикистане соблюдаются все права, все возможные права, что с этим все тип-топ, 100% гарантированно, соблюдаются права этнических и национальных меньшинств, упомянуты узбеки и кыргызы, что у них есть свои книги, свои газеты, что всем разрешено говорить на родном языке, но не упомянуты памирские народности и ягнобцы. И об этом напомнили члены Комитета по правам человека ООН и дали время таджикскому, так сказать, выездному составу неошашмакомистов подготовиться для ответов на эти вопросы. И 20-21 апреля будет повторное выступление лапшевесов
вообще вещающих шашмакамистов имени Ахламона I в здании ООН в Женеве. Надо сказать, тем временем реальная картина, отличающаяся от картины пропаганды неошашмакамистов имени Ахламона, уважаемого фюрера Ахламона I, реальная картина говорит о том, что более 300 гражданских активистов, представляющих именно Бадахшан, национальное, этническое и религиозное меньшинство в Таджикистане, арестованы, брошены в тюрьмы на многие годы, некоторые на пожизненные сроки брошены в тюрьмы за участие в мирных процессах и за смелость и мужество выступить открыто, публично, в том числе по видео, посредством видеообращений к властям, к президенту, уважаемому президенту, и за это брошены в тюрьмы. А некоторые вообще, не подавая голос, только потому, что обладали каким-то влиянием и уважением среди людей, брошены в тюрьмы и оболганы, и оклеветаны. Тем временем в Хароге запрещены совместные молитвы, традиционные совместные молитвы исмаилитов, арестованы священнослужители и брошены в тюрьмы по надуманным обвинениям. И за последний год убито 39 представителей национальных меньшинств, национальных и этнических меньшинств в Горно-Бадахшане, 29 в Амаре и 10 убито в Хароге. Это представители, участники мирных протестов, мирных безоружных протестов, митингов, за участие в митинге. Таджикские власти расстреливают их, пытают, люди умирают от пыток и от огнестрельных ранений, похищают. 3 после подобных похищений и пыток были освобождены, отпущены домой и повесились, не выдержав этих пыток. И вот это происходит в реальности. За вот этой дымовой завесой неошашмакамистов. И среди 300 брошенных в застенки памирских гражданских активистов немало адвокатов и журналистов, позволивших в социальных сетях позволивших себе в социальных сетях или посредством записей на видео призвать власти Таджикистана к соблюдению законов Таджикистана и прав граждан, не требуя себе отдельных каких-то прав, поскольку они являются полноценными гражданами Таджикистана. Однако, тем временем, власти Таджикистана, Эмомали Рахмонов, который обвиняет этих людей за мирные протесты, за пикеты, за выступления, видеовыступления, в участии в каких-то вымышленных экстремистских организациях и в каких-то вымышленных призывах к свержению конституционной власти, вот эта сама власть, она незаконна и нелегитимна. Она неконституционна. Власти осуществляют закрытые суды, без доказательств, без адвокатов, клевещут,
на граждан, являясь незаконной властью. Имам Али Рахмон является изменником Конституции, нелегитимным правителем Таджикистана, узурпатором. Узурпация прямо запрещена Конституцией Таджикистана. Имам Али Рахмон собственной рукой подписал изменение Конституции. Конституция выше каждого, выше всех. Никто не имеет права ставить себя выше Конституции. Конституция касается всех, в том числе президента, и в первую очередь президента, поскольку регламентирует его пребывание на посту и ограничивает это пребывание 2 сроками. Имам Али Рахмон нарушил все запреты конституционные и рамки, и нормы конституционные, и совершил конституционный переворот неоднократно. Поэтому эта власть не имеет права, легитимного, законного, морального, любого права обвинять граждан в антиконституционных действиях, в призывах к свержению. Никто не призывал из этих граждан, не призывал к свержению неконституционной, незаконной, нелегитимной власти узурпатора имама Али Рахмона. Они призывали, они всегда обращались, и эти видео доступны, они обращались к нему как к уважаемому пешвой Милад, вождь нации или фюрер нации по-немецки. И вот, так сказать, я тоже обращаюсь к нему как уважаемый фюрер, уважаемый фараон, имам Али Рахмон. Вы не имеете никакого морального и юридического и конституционного права делать это с людьми. Вы можете посылать своих шашмакамистов в Женеву, но это никого не убеждает. Это никого не убеждает. Тем временем, на днях, буквально, одной рукой вы посылаете шашмакамистов петь в Женеву, а другой рукой вы возбуждаете уголовные дела против памирских, даже не гражданских активистов, а родственников гражданских активистов, которые уже осуждены. Очередной брат из семьи Айомбековых задержан, непонятно по какому обвинению, но для таджикских, так сказать, незаконных властей, для этой банды достаточно, чтобы человек носил передачи осужденным в экстремизме и терроризме, чтобы сам также стать обвиняемым по этому же делу, по этой же статье. И пришло еще одно сообщение буквально накануне о том, что третий брат Варзибеков, Сино Варзибеков, только за участие в митинге оппозиции в Берлине 25 марта, только за одно участие в разрешенном митинге в Берлине, согласованном митинге. И митинги, право на митинги также закреплено в Конституции Таджикистана, то есть человек не нарушил ни немецких законов, ни таджикских законов, находясь на территории Германии, поучаствовал в митинге таджикской оппозиции с требованием освобождения похищенного таджикского гражданского активиста Абдулла Шамсиддина, и похищенного и осужденного. Только за 1 лайк. Осужденного за 1 лайк. И вот за участие в этом митинге таджикская власть опровергла все свои песнопения, которые сейчас она собирается петь в Комитете ООН по правам человека.
Синол Варзибеков обвинен в экстремизме и в терроризме и в призывах к свержению власти. Конституционный, опять же. Между тем, вот это вот положение, когда все, как говорится, по Оруэллу, когда все перевернуто с ног на голову, оно не может продолжаться вечно, и все встанет на свои места. И я предупреждал власти Таджикистана не делать роковых шагов в горном Бадахшане, в священном Бадахшане на крыше мира, не проливать там кровь, потому что Аллах вам этого не простит и призовет к ответу. И это время наступает, и это осталось недолго ждать для того, чтобы вы поняли этого. И приближение этого часа не видит только слепой. А об этом мы еще поговорим, о изменениях, которые грядут, серьезных изменениях, о том, что невозможно уже не видеть, не чувствовать ветра перемен и эпохи перемен. Мы поговорим, постараемся поговорить в одной из следующих программ тем временем. Всего доброго. С вами был Тимур Варки и моя программа «Тем временем».